Меня зовут Ерхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Около недели татарский мир пристально наблюдал за событиями, связанными с Институтом истории имени Шигабуддина Марджани. Сегодня можно выдохнуть с облегчением. Институт будет жить и дальше, никакое закрытие ему не грозит. Напомним, был подготовлен проект о том, что Институт истории вернется в состав Академии наук Татарстана, где он был еще 6 лет тому назад. Возвращение Института истории в Академию должно было сопровождаться слиянием с Институтом археологии имени Альфреда Халикова. В проекте объединения историков с археологами никакой речи о сохранении наименования имени Марджани и имени Халикова не предусматривалось. Какой ценой удалось сохранить институт? Помните слова башкирского миссионера Салавата Хамидуллина, который считает, что в Казани нет никакой научной исторической школы, что все научные труды татарстанских историков никому не нужны. Уже в постсоветское время опять была на вооружении, уже в Казани была создана своя, суверенная там какая-то школа. У Троцкого есть такая работа «Сталинская школа фальсификации». Так вот, в Татарстане возникла Искаковская школа фальсификации. Своя, значит, там была создана научная школа, так называемая, научная, потому что она нигде, кроме Татарстана, не признана. Где стали утверждать, что вот, дескать, татары казанские, это есть Улус-Джучи, что вот есть нагайские татары, есть какие-то там башкирские татары, сибирские татары, астраханские татары и так далее, и так далее, и так далее. То есть начали множить там и стали активно всякие псевдонаучные книги там писать. Ну-ну, Салават Ишмухаметович. Например, петицию в поддержку Института истории на сегодня подписали более 1800 человек. В поддержку Института истории выступил член-корреспондент РАН и ученый-тюрколог Анна Дебо. Институт поддержал и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Вадим Трипалов, всемирно известный астрофизик Рашид Сюняев. Говорят, что общее число ученых, подписавших письмо в поддержку Института истории, достигает 90 человек. География тех, кому не безразлична судьба Института Марджани, поражает. Это и Европа, и США, и страны СНГ. Здесь не только татарский мир взялся за спасение института, подключились и крупные зарубежные академические круги. Итак, что в итоге? Институт истории Марджани трогать не будут. Но вот его 73-летнему директору Хакимову придется уйти на заслуженный отдых. Хотя, конечно, Рафаэль Абы из стен института не уходит. Он останется научным руководителем без каких-либо административных функций. Мы с уважением относимся к одному из основоположников современного Татарстана. Но в академических кругах все равно звучат недовольные суждения в адрес Хакимова. Например, нелестно о Хакимове отзывается бывший президент Академии наук Татарстана Ахмед Мазгаров. Недоволен он был тем, что Рафаэль Абы часто отсутствовал на своем рабочем месте. Ахмету Мазгарову даже хотелось уволить Хакимова, но не получилось. Критически к Рафаэлю Хакимову относится археолог и руководитель общества краеведов Татарстана Альберт Бурханов, а также историк Дамир Исхаков. Вся ситуация с Институтом Марджани нам наглядно показала, что татарский мир остро нуждается в таком мозговом центре. Татарстанская школа историков высоко ценится зарубежными академическим сообществом. Но это не повод расслабляться. В нашу цифровую эпоху важна не только добыча исторического знания, чем успешно занимается Институт истории. Необходимо думать и о распространении и популяризации этого знания. Историки должны понимать, что в современном мире научно-аргументированное знание может быть легко поставлено под сомнение каким-нибудь доморощенным блогером. И заметим, что у этого блогера может быть многотысячная армия подписчиков в соцсетях. Разве может таким искажениям научных знаний и фальсификациям противостоять историк, чью книгу напечатали всего в 500 экземпляров? Всероссийской переписи
точно не будет в этом году. Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил в СМИ, что решено перенести перепись на весну следующего года. Какие мы можем сделать промежуточные выводы по этому поводу? Как мы увидели, татарский мир все равно не готов к российской переписи. Можно сказать, что в этом году подготовку к переписи усложнила, затруднила или вообще сделала подготовку невозможной случившаяся пандемия коронавируса. Но давайте мы, татары, перестанем быть снисходительны к самим себе. К коронавирусу было не готово абсолютно все человечество. Ну, может быть, за исключением Китая, Северной и Южной Кореи. В период пандемии коронавируса человечество ринулось глубже осваивать интернет и соцсети. Да, люди сидели дома, но все так же нуждались в общении и в самовыражении. Люди хотели читать, писать, смотреть интересные видео. Людям нужны были смыслы и мысли о том, что же с ними происходит и кто они сами. Мы с гордостью заявляем, что татары сегодня очень активны в соцсетях. У татар есть бесчетное количество различных тематических сообществ, а в некоторых крупных татарских сообществах состоят сотни тысяч человек. Что же для этих сообществ сделали так называемые татарские институции? Где Всемирный конгресс татар? Почему молчат ведущие интеллектуалы татарского мира? Почему только московские татары освоили технологию организации онлайн-курултая? Для того, чтобы у татар, как у нации, было будущее, только делами по подготовке к переписи не обойтись. Татары хотят слышать родной татарский язык, татары хотят смотреть интересные видеопередачи о себе современных, о своей истории, культуре и традициях. На самом деле, производство такого контента должно быть постоянным, системным и регулярным, а не только перед всероссийской переписью. А оправдание, что этим не удалось заняться из-за коронавируса, такое оправдание – это удел слабых. В первой части нашего выпуска мы рассказывали, что современному, научно выверенному, академическому взгляду, выстроенному на строгих аргументах и исторических источниках, может бросить вызов простой блогер. В татарских сообществах в соцсетях идет бурное обсуждение по поводу поступка блогера Ленара Мифтахова. Еще в конце февраля этого года Мифтахов выступил в одной из передач Казанского университета со своими рассуждениями, что от татар историки скрывают правду. По его словам, правда это заключается в том, что казанских татар на самом деле в 16, 17 и 18 веках называли ясачными чувашами. За эти слова блогера тут же зацепились башкирские, ногайские этномиссионеры и другие силы, не заинтересованные в единстве татар России. Вот, например, как понял слова Ленара Мифтахова башкирский этномиссионер Салават Хамидуллин. Когда Казань была взята, и, значит, московское государство, вот на то население, которое местное там находилось, ясачных чувашей, то есть просто чувашей, наложило уже, значит, название ясачные татары, то есть тоже сделав их одним из татарских сословий. То есть государство само конструировало вот этот, скажем, сословие разные, которые потом уже по этому внешнему созвучию, потом уже у них, они сами дошли до того, чтобы им соединиться уже в этот проект, уже проект татарской нации. Итак, в передаче Казанского университета Ленар Мифтахов рассказывает об историческом источнике XVIII века, в котором описываются народы Поволжья. В своих рассуждениях Ленар Мифтахов почему-то считает позволительным говорить от имени всего татарского народа. По его словам, видите ли, сегодня татары стесняются своего родства с чувашами. То население, которое жило в селах, оно именовалось Ясачная Чуваша. Потом из исторических документов, где-то во второй половине 17 века, в начале 18 века, Ясачная Чуваша куда-то пропадает, и на ее месте появляется Ясачная Татара. Да, вот, по крайней мере, я вот сам, да, мои предки как раз вот из вот этих ясачных татар, которые раньше были ясачными чувашами.
И дело не в том, что вот на самом деле татары эту тему, так скажем, стесняются и избегают. Но дальше избегать ее будет тяжело. Этот термин у нас просто как-то вот так стыдливо все время чуваши меняют на татары, наши историки, когда пишут какие-то свои работы, чтобы не смущать читателей. На самом деле это вот постоянно подмена этих понятий, она не может продолжаться. Хоть Ленар Мифтахов и является всего лишь блогером, но берется оценивать, чего историки-татароведы смогли изучить, а где они не доработали. Легким движением бровей Мифтахов нам заявляет, что историки плохо изучили, кто же на самом деле такие эти ясачные чуваши. Но поскольку этот вопрос плохо изучен, в Чувашии, конечно, очень много материалов этому этнониму посвящено, но они, понятное дело, на свою сторону тянут. А наши историки, вот хочу сказать, еще раз подчеркнуть, это избегают. И поэтому до конца понять, кто такие были чуваши, сейчас сложно. Вот, допустим, среди чувашских ученых есть мнение, что чуваши это первоначально обозначало слово «земледелец». Вот. Кто-то там это со словом «сувар» связывает, кто-то вот со словом «земледелец». Возникает вот вопрос, на который, говорю, у нас нет ответа. Вот те чуваши, о которых идет речь в XVIII веке, они на каком языке, в XVII веке, на каком языке они говорили? Во времена Казанского ханства на каком языке они говорили? На том, на котором говорят чуваши? Или они говорили какая-то часть на современном татарском, а другая на чувашском, да? Либо какая-то часть отказалась от чувашского и перешла на современный татарский. Вот на эти вопросы пока нет ответа. Потом, насколько они были исламизированы, да, то есть это была общая монолитная какая-то часть населения с определенными религиозными воззрениями, или они, допустим, тоже разделялись, какая-то часть была мусульманская, а какая-то часть языческая, да, вот тоже на это нет ответов. На самом деле проблема, кто же на самом деле такие ясачные чуваши и какое они имеют отношение к современным татарам для историков, не нова. Ленар Мифтахов вот вообще никакую нам новую Америку не открывает. Очень плотно этой проблематикой занимался и продолжает держать под своим вниманием наш казанский историк Дамир Исхаков. Первая его статья о так называемых ясачных чувашах вышла еще в прошлом веке, в 1988 году, в журнале «Советская этнография» в 5-м выпуске. То есть Ленар Мифтахов еще ребенком был, а историки уже обсудили, кто такие ясачные чуваши. К этой проблеме Дамир Мавлявевич уже со свежими взглядами обратился при написании 5-го тома «Истории татар», который вышел в 2014 году. Итак, под ясачными чувашами понимается крестьянское население Казанского и Свияжского уездов XVI и XVII веков, которое было обязано платить налог, то есть ясак. Да, раньше историки спорили. Некоторые считают, что под ясачными чувашами надо иметь в виду современных чувашей, которые проживают в соседней Татарстану республике Чувашия. Дамир Исхаков в своих исследованиях показывает, что ясачные чуваши в документах учета крестьянства, которые велись Московским царством после взятия Казани, постепенно переписывались в ясачные татары. И никак иначе. И вообще в средние века русским переписчикам из Москвы была безразлична этническая идентичность человека. Тогда было важнее, перед ним все-таки крестьянин или высокородный человек стоит. И какое имущество у переписываемого человека. Ленар Мифтахов задается вопросом, какой же был язык у ясачных чувашей. Историки уже давно доказали, что группа населения, которую так называли государственные переписчики из Москвы, исповедовала ислам и была татароязычной. Например, есть исторический документ, описывающий Галицкую дорогу Казанского уезда конца 17 века. Дорога – это такая старая территориальная единица. Так вот, в этом описании стоит заголовок «Чувашские деревни». Но жители этих деревень называются как ясачные татары, и таких примеров на самом деле много. Историки уже давно пришли к выводу, что понятие «суаз», откуда и произошел термин «ясачные чуваши», в некоторых тюркских языках значит «земледелец», «пахарь», «крестьянин».
Таким образом, в Казанском ханстве татары делились на две группы. Первая группа состояла из феодальной аристократии, которая собирала налог. А вторая группа была из земледельцев, которые и платили этот самый налог. Вот такая интересная история у нашего народа. Не поддавайтесь на манипуляции.